Сегодня в Уфе начинается гастрольный тур Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Васильевича Иванова. Сегодня, завтра и послезавтра на сцене нашего татарского театра «Нур». Что же будет, расскажут наши гости. Сегодня вместе с нами режиссер-постановщик, народная артистка Чувашской республики, актриса Государственного академического драматического театра имени Иванова Наталья Сергеева и актер театра Василий Иванов. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать в Башкортостан. Спасибо. Мы думали, вы на чувашском нам скажете доброе утро. Салам, Ирир. Нас смотрят по всему миру, поэтому я уверен, есть те, для кого этот язык является родным. А в Башкортостане сколько Очень людей, много, для да. кого чувашский родной язык? Огромное количество. Огромная диаспора в Башкирии. Действительно, мы для них, в первую очередь, наверное, привезли 3 спектакля из нашего репертуара. Константин Иванов спектакль, посвященный нашему поэту, чувашскому поэту. Это такой наш чувашский Пушкин. И он, наш театр носит его имя. Сегодня состоится показ спектакля, мы вас приглашаем. Вас тоже приглашаем. Спасибо. Второй спектакль у нас комедия «Не сыграть ли свадьбу». Это пьеса современного драматурга Арсения Тарасова. И третий спектакль Яков Ухсай «Мистическая трагедия «Раб дьявола». Так, я куда-то делала уже билеты, только что... все, нашла. Только что, думаю, держала их в руках. 2 билета есть у меня на постановку, которая состоится 19 апреля. И если у вас еще нет планов на 19 апреля, но есть желание. Даже если Планы есть отменяйте. планы, да, их нужно отменить, потому что Чувашский академический театр, не так часто в гостях столицы Башкортостана. Эти билеты достанутся тому, кто правильно ответит на вопрос. Слушайте Васька. внимательно. Мы бы хотели узнать. Нет, мы-то знаем. Но мы хотим узнать, а знаете ли вы, кем приходится автор произведения «Швитанжури» Яков Ухсай Константину Иванову? Итак, кем приходится Яков Ухсай Константину Иванову? Поэту Константину Иванову. Значит, поэт Константин То Иванов. есть это родственная связь, правильно? Яков, Да. Вы не подсказываете. Ни соратником, ни дружбаном. Да. Яков Урсай. Ухсай. Яков Ухсай. Кстати говоря, основатель Через чувашской... Х? Х, да. Ага, через Основатель Х. чувашской поэзии, чувашской классики, поэтической классики Яков Ухсай, родом из Башкирии. Вот Как это и Константин Иванов. Да. ликбез для нас. Да. Мне стыдно, но То я есть в этом признаюсь. наши чувашских 2 классика ваши, отсюда Земляки. Из какого рожденные района? Слагбаш. Село Слагпущ, да. Слагпущ, да. Слагбаш, Слагбаш. да. Слагбаш. Да, да. Здорово. Назовем номер WhatsApp, да? Да, Ждем сообщений. правильные ответы мы ждем в WhatsApp. Я напомню номер 8 937 478 13 76. Сложный такой, да, номер. Но он на экране вашего телевизора, поэтому срочно его переписывайте. И сделаем так. 5-й правильно ответивший билеты заберет. И 19 числа будет в театре «Нур» на постановке Чувашского академического драматического театра. А вот вы привезли... Я понимаю, что сложно, конечно, выделить, сказать все самое лучшее, но 3 самых топовых спектакля, на которые у вас наверняка всегда аншлаги. В основном, да, только так. Но я думаю, Наталья Алексеевна выделит свой спектакль, несмотря на то, что все спектакли любимые, да? Ну, в моей постановке спектакль «Раб дьявола». Название уж Это страшающее. как раз 19 Да, на 19-е, Да, да. название. Ну, такая, она очень современная постановка, очень много пластики, музыки, хореографии, пластические рисунки. Это такой чувашский Фауст. Да, такая мистическая трагедия, заявка на... Да. Так что мы всем вам, в первую очередь, вас приглашаем. Завтра комедия, я услышала, а сегодня? А сегодня у нас драма. Это автобиографичная, я бы сказал, постановка про как раз-таки жизнь, судьбу нелегкую Константина Васильевича Иванова, как он через
прошел неурядицы и все-таки стал тем, кем он стал, кем мы гордимся, кого мы любим и чтим. Автор пьесы этой Максимов Кошкинский. Да, основатель Чувашского театра, который образовался в 1918 году в городе Казань. Да. Поэтому не просто такие названия, это связано, продумано, как привести зрителя, как экскурс такой исторический тоже провести, и чтобы было интересно и увлекательно. Ну вот я уже вначале отметила, не так часто вы гастролируете, приезжаете в нашу столицу. Этот приезд, он в рамках всероссийского проекта, напомните название? Большие гастроли. Большие гастроли. Это обменные гастроли между театром НУР, вашим театром, и нашим драматическим театром. Наш Ваши театр приедет к приедут вам. в сентябре к нам тоже с 3 спектаклями. Так что мы вас ждем очень сильно. Очень часто бывает так, что наши творческие гости приходят анонсировать мероприятие, а билетов уже нет в продаже. Скажите, как вы следите, да, за Да, ситуацией в билетов кассах? практически не осталось. Вот на последний, может быть, спектакль «Финальный раб дьявола», видимо, люди немножко побоялись, но будет очень интересно, поэтому не бойтесь. Название не бойтесь. Название не кусается. бойтесь, да. Вы же уже не в первый раз в столице Да. Башкортостана. Как принимает публика? К чему Ой. готовитесь? Ну, мы очень часто раньше ездили. Был тюркоязычный фестиваль «Туганлык». Здесь он проводился. И мы, к сожалению, сейчас не так часто приезжаем. Ну, вот в силу обстоятельств, Ну, так ситуация сложилась. Видите, сверху услышали, что мы к вам очень хотим. Мне лично очень нравится Башкирия. Из всех республик я очень люблю Башкирию. Мне нравятся ваши степи, мне так комфортно. И вот хорошо у вас. И люди очень хорошие, добрые, доброжелательные, как и чуваши. Да. Поэтому вот по духу и по обрядам, каким-то Ну, мы же соседи, и Конечно. очень близки. И родственные народы. Да. И души наши родственные, поэтому прекрасно принимают. Мы себя чувствуем как дома у вас. Василий, а вы были до этого в Уфе? Да. Вот приезжаешь мы как раз приезжали на фестиваль Туганлык. Были здесь. Ну, у нас очень часто бывают гастроли еще по деревням, по селам. Республики. Да, конечно, в вашей республике мы очень часто ездим. До сих пор. В центре мы давно не были, вот в Уфе. А так по деревням каждый год практически мы ездим с небольшой труппой. И по заявкам, где вот очень плотно проживают чуваши, мы ездим, показываем спектакли. Ну, к сожалению, не очень хорошо знают чувашский язык. И у нас тоже проблема такая же. В деревнях мало уже, дети говорят на чувашском. И Но в Башкирии спектакли ваши, только на постановки чувашском. только на чувашском. Но перевод на русский язык обязательно. Поэтому Синхронный. русскоязычный зритель, башкиры, татары, все могут нас услышать, которые понимают русский язык. Ну, конечно. синхронный перевод в любом да. случае, да. Есть, у нас поступают ответы, в том числе и правильные, но мы ждем 5-е сообщение с правильным ответом. Напомню, у нас есть 2 билета на 19 число. Вы можете их выиграть, если в WhatsApp на номер, который вы сейчас видите на экране вашего телевизора, вы напишите правильный ответ. Кем приходится Яков Ухсай? Поэту Константину Иванову. По-моему, легко. Но интернет вам в помощь. Мы проверяли в интернете, эта информация есть. А вы, Василий, не являетесь родственником? Я однофамилец, да. Труппа большая приехала. Если только по духу. Хотелось бы стремиться вот как-то вот соответствовать. Труппа у нас очень большая, 50 человек. Хочу Вы все приехали? Нет, практически да. Нас 55 человек. Лиля так приехало. удивилась и так много, так среагировала, как классно. будто тебе Классно. ужином всех кормить. Да, Нет, это кстати говоря, круто. нет, вот в сегодняшнем спектакле практически вся труппа занята, с очень большим количеством артистов мы приехали. В последнем спектакле тоже практически вся труппа занята. Труппа у нас очень большая. Хочу отметить, что у нас высокопрофессиональные артисты работают. Все они выпускники Щепкинского, ГИТИС, Ленинградская академия. Поэтому вот последний выпуск – это Институт культуры Чебоксары, художественный руководитель и постановщик вот этих первых спектаклей Константин Иванов, и завтрашнего спектакля комедии Валерий Николаевич Яковлев. Это бессменный художественный руководитель. Ему в этом году будет 85. У него есть золотая маска. Ну, он вообще вот такой крутой у нас дядечка. Поэтому приходите обязательно на эти спектакли. Ну, действительно, хороший мастер.
Ну, я так понимаю, и молодежь, Да, собственно, да? естественно. Это ученик Валерия Николаевича Яковлева, поэтому он учится. Кстати, Вася у нас учится в «Щуке» на режиссерском отделении. На каком курсе, Вась? На третьем. Уже на Нынче, да, третьем. нынче. Скоро на сессии. Поэтому как бы у нас профессионалы работают. И вы все Приходите. приходите. В чем особенность? Вы же и режиссер-постановщик, Да. и актриса на сцене. Да. Вот в чем особенность Ой, того, это- что вы не из зала смотрите, вы сами Ну, участвуете? это абсолютно две разные профессии. Это очень сложно. чем и речь. Да, Как вы действующая совмещаете? актриса. Очень сложно. Я сначала как бы уже перестала играть, когда начинала режиссурой заниматься. А сейчас уже стараюсь часто. И играю на этот раз. В «Рабе дьявола» роль матери я играю. Ну, очень сложная профессия. Женщина, режиссер, ну, сами понимаете, это мужская профессия, и не очень просто, поэтому Вася всегда рядом. Мы благодарим вас за то, что вы приехали в столицу. Ждем вас чаще и приглашаем наших зрителей на спектакли 17, 18 и 19 числа в Театре Нур. Тем временем кто-то пишет «Деверь» или «Сват», кто-то пишет просто «Земляки». Дед, я видел. Многие написали «Троюродный брат», но правильный ответ 5-й по счету. Номер телефона девушки, судя по всему, заканчивается на 3357. Мы вас поздравляем. Искренне Кто радуемся. является в итоге? Я не Да. сказала. Троюродный брат. Да, троюродный брат. Они с одной деревни, и Яков Ухсай, потом, когда Константин Иванов очень рано умер молодым, он как бы популяризировал его поэзию, и поэтому Константина Иванова теперь знают все во всем мире благодаря Якову Ухсаю, его троюродному брату.